Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Дополнительная финансовая помощь семьям с детьми. Владимир Путин объявил о ней на большой пресс-конференции. В темноте еще зрелищней. Первый и единственный в этом году запуск ракеты намечен на сегодня с космодрома «Восточный». Социальный контракт в действии. Мастер ковки из села Тихтюр поделился опытом заключения соцконтракта. Семьям с детьми до 7 лет включительно выплатят по 5000 рублей на ребенка. Об этом заявил президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции. Он уточнил, что речь идет о каждом ребенке в семье, а деньги должны поступить до Нового года. После окончания пресс-конференции на сайте Кремля появился соответствующий президентский указ. В нем подчеркивается, что эту выплату не надо учитывать при расчете других мер соцподдержки. Ее получат почти 15 миллионов детей. Из резервного фонда правительство направит 73 миллиарда 500 миллионов рублей. Данный указ действует на детей, которые родятся еще до 31 марта. То есть заявление мы будем принимать до 31 марта 2021 года. Она будет иметь силу. Клиентские службы будут принимать эти заявления без предварительной записи и в течение 5 рабочих дней. То есть у кого не будет возможности отправить это заявление электронно, они могут написать это заявление письменно с посещением территориального органа. Я думаю, что это будет очень хорошим подарком от страны, от государства тем семьям, у которых есть дети. Скорее всего, с сегодняшнего дня документы разойдутся, и буквально, наверное, в течение следующей недели до Нового года семьи начнут получать такие деньги. Мы очень рады, потому что как раз мы работаем с таким контингентом людей, у которых доход очень часто достаточно низкий. И поэтому мы радуемся за эти семьи, что к Новому году могут купить ребятишкам подарки. Также Владимир Путин ответил на вопросы, связанные с образованием. Президент подчеркнул, что в следующем году все российские школы должны получить доступ к высокоскоростному интернету. Говоря об онлайн-образовании, глава государства отметил, что сейчас в дистанционном формате работают только 2% от всех школ страны. Кроме того, Владимир Путин ответил на вопрос об оплате труда педагогов. Он подчеркнул, что государство будет поднимать учителям уровень заработной платы, отметив, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. Внимание уделено, будет укрепляться материально-техническая база. По дистанту он очень четко дал понять, что все-таки мы ни в коем случае не переходим на него массово, как сегодня это в средствах массовой информации озвучивается. Еще раз он подчеркнул, что все-таки прежде всего это забота о детях, забота о педагогах. Отсюда вытекают все последствия. К другим темам. Первый и единственный в этом году запуск ракеты состоится на космодроме «Восточный». Также впервые старт ракеты-носителя будет дан в темное время суток и намечен на 21:26. Запуск с «Восточного» покажут в прямом эфире на сайте Роскосмоса, начиная с 20 часов 40 минут. Напомним, предстоящий пуск станет первым полностью коммерческим запуском космических аппаратов с российского космодрома «Восточный». На орбиту отправят ракету-носитель «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту. В настоящее время группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 74 космических аппарата. Планируется запуск сотен других. Далее об эпидобстановке в регионе. 205 новых случаев COVID-19, в том числе 29 носителей инфекции, выявили в Якутии за минувшие сутки. По информации оперштаба, в Якутске 96 заболевших, в Нюрнбергском районе 14, в Алданском 12, в Мегино-Кангаласском 11, в Мирнинском 9 случаев, в Горном и Татинском районах по 8 случаев, в Амгинском 7, Кобяйском 5. В большинстве остальных районов от 1 до 4 заболевших.
Хангаласский улус получил первую партию вакцин от COVID-19. Вакцина называется Гамковид-Вак. Это торговая марка вакцины «Спутник Ви». Поступила она в количестве 40 штук. Первыми вакцину получат медики, непосредственно контактирующие с больными коронавирусом. Вакцинируемый вначале заполняет анкету, проходит опрос на наличие противопоказаний, подписывает добровольное согласие. Затем ему измеряют температуру, сатурацию и артериальное давление. И только после этого получает прививку. После введения первого компонента, второй компонент вводится на 21 день. После вакцинации могут появиться такие симптомы, как повышение температуры, озноб, общее недомогание, слабость, миалгия, артралгия. Местно могут появиться боли на месте инъекции. И даются рекомендации, такие как в течение 3 дней вакцинированный человек не должен мочить место инъекции, не должен посещать бани, сауны. Глава Якутии оценил итоги финансово-хозяйственной деятельности Якутскэнерго. В текущем году у компании наблюдается финансовая неустойчивость. Прежде всего, она связана с отклонением расчетной товарной выручки от необходимой валовой, недостаточностью тарифных решений и уходом потребителей на оптовый рынок. Айсан Николаев поручил держать на особом контроле реализацию второй очереди ЯГРЭС-2, в том числе в ближайшее время урегулировать вопрос земельных участков, на которых будет строиться объект. По словам Алексея Стручкова, генерального директора Якутскэнерго, сегодня на завершающей стадии находится проектирование, после чего начнется госэкспертиза. Приступить к строительству планируют в середине следующего года. Быстрый интернет теперь доступен и для жителей полюса холода. Накануне в правительстве региона в онлайн-формате запустили волоконно-оптическую линию связи. Она протянулась вдоль старого Колымского тракта и соединила Якутию с Магаданской областью, образовав тем самым большое оптическое кольцо. Ульяна Шагина подробнее. Жительница села Аймикон Тамара Васильева 16-й год работает местным гидом для туристов, которые приезжают на полюс холода. Гостили у нее журналисты из 75 стран мира. И отсутствие интернета всегда мешало быстро делиться информацией. Они хотят быстро отправить свою, именно то, что видели на полюсе холода. Но этого раньше у нас не получалось. А сейчас вот я очень довольна, что к нам в поселке провели автоволокно, и в каждом доме уже имеется интернет. Строительство волоконной линии связи до села Аймикон было начато в этом году от села Тамтор. Чтобы у селян появился интернет, в грунт уложено целых 38 километров оптики. Протягивали линию от столицы вдоль всей Магаданской магистрали. Оптоволокно охватило обширные территории – Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Татинского, Тампонского и, наконец, Аймиконского районов, где за последние 5 лет уже протянуто более 600 километров кабеля. На территории Аймикон полюс холода включены 3 населенных пункта. Это Берег-Гунде, Харутумул и сам Аймикон. Всего подключились к высокоскоростному интернету 160 домов и также 7 организаций. Также к интернету подключились Аймиконская средняя школа, дома культуры, интернаты образовательные и администрация и так далее. И в плане еще стоят подключение несколько юридических организаций. В ближайших планах правительства региона прокладка новых наземных связей на территориях Момского и Верхнеколымского районов. Минувшим днем уже подписано соглашение об этой работе совместно с компанией «Импульс». К слову, именно эта компания провела интернет в Аймикон за счет собственных инвестиционных средств. Мы подписали сегодня соглашение, которое позволит нам также с привлечением частных инвестиций подвести эту магистральную линию до Момского и Верхнеколымского районов. При этом мы не только будем ограничиваться подведением до магистральных линий, при этом будем и подключать социальный сектор и частные дома. Несомненно, это отразится на качестве жизни жителей Улуса и обеспечит доступность к различным ресурсам. Власти региона планируют завершить эти работы в 2023 году. Между тем, в первом квартале будущего года жители Аймикона будут обеспечены и возможностью доступа к 4-му поколению мобильной сети. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Аймикон, Якутск.
В Амгинском районе завершается строительство одного из 3 многоквартирных домов. Их строят по программам переселения из аварийного жилого фонда и поддержка детей-сирот. Компания «Нидстрой», несмотря на сложную ситуацию с пандемией, завершает строительство 34-квартирного дома на улице Ленина, 66. В данное время бригада занимается внутренней отделкой квартир. Ключи от них также получат 10 сирот. Что касается еще 2 домов, то застройщики воспользовались своим правом и перенесли их ввод на следующий год. Работы сейчас на завершающей стадии. Ведутся работы по внутренней отделке, покраске, завершению кафеля полов, кладки. И к концу этого года мы уже надеемся передать квартиры жильцам новых квартир. Социальный контракт в действии. Житель села Тихтюр Хангаласского улуса Владислав Авакумов изготавливает на заказ различные изделия из металла. Об опыте заключения соцконтракта с государством и планах на будущее мастера расспросила наш корреспондент Виолетта Засимова. Владислав Авакумов заходит в свой гараж-мастерскую. Половину помещения занимает автомобиль, вторую половину – оборудование для холодной ковки металла. Это оборудование он закупил в прошлом году на средства социального контракта в размере 195 тысяч рублей. Помимо этого, 150 тысяч рублей Владислав получил по линии Центра занятости населения в качестве поддержки начинающему предпринимателю. Все ушло на покупку оборудования. Листаги, вот то, что с жестянкой, да, и с художественной ковкой. Вот завиток делает узоры, бублики и торсион. Ну, сварка, болгарка. Героя нашего сюжета можно назвать мастером широкого профиля. Он изготавливает на заказ оцинкованные бочки, трубы для котлов, водостоки, емкости для септика, может соорудить каркас забора, навеса, гаража и так далее. При этом у Владислава нет профильного образования. По профессии, указанной в его дипломе, он культуролог. Основам все отец научил меня. А дальше вы сами? Ну, а дальше уже я сам работал, вот, в строительстве работал. Сварочное дело освоил. Сейчас Владислав активно осваивает художественную ковку. Одним из последних его крупных творческих заказов стала наслежная елка. Из профильной трубы каркас елки и обведенная LED-лентой. У Владислава серьезные планы по развитию своего бизнеса. Он хочет приобрести более мощное оборудование, открыть свой цех и создать рабочие места для односельчан. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. К этому часу это все новости. Берегите себя, не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.